Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. В конце сентября работников бюджетной сферы массово направляют на поле. Из-за отсутствия какой-либо координации действий в отдельных районах людей везут на хлопок в открытых грузовиках и даже отправляют пешком. Среди сборщиков замечено немало детей в возрасте от 10 до 16 лет, хотя официально использовать труд несовершеннолетних запрещено. Дети ездят вместо своих родителей либо чтобы заработать денег. Госслужащим от хлопковой повинности можно откупиться, заплатив за наем вместо себя сборщика с улицы. Руководители бюджетных учреждений подозревают в присвоении части этих денег. Требования по количеству людей одной профессии, отправляемых на хлопок, разница от региона к региону. Например, школьные учителя в Туркменабаде вынуждены 2 раза в неделю сдавать деньги на хлопок и дважды в месяц, по воскресеньям, ездить самим, а в отдельных районах Дашогуза учителя ездит лишь по выходным, не сдавая вообще деньги среди недели. Хлопок не уродился, помощь от горожан не требуется. Такова ситуация в Куньюргенческом, Губадакском и Болдумсасском районах Дашогузского вилаята, а также в Каракумском, Марыйском и Агусханском районах Марыйского вилаята. Весенние дожди и паводки, а также летняя засуха оставили десятки крупных арендаторов без урожая. Земледельцы в Дашогузском вилаяте говорят, что летом пересохли не только арыки, из которых обычно поливают поля, но даже дренажные коллекторы, вода из которых непригодна для полива. Мы рады были бы поливать посевы хотя бы плохой дренажной водой, если бы она была, но во всех хозяйствах насосы этим летом бездействовали. В результате стебли хлопчатника еле-еле доходят до колен подростка, а курики размером с грецкий орех, отметил арендатор в Куньюргенч. Госслужащих на хлопок в нынешнем сезоне стали вывозить еще до официального начала уборочной кампании, которая стартовала в северном регионе 16 сентября. В конце августа урожая вообще еще не было, так как после ливней в середине мая многим арендаторам хлопок пришлось пересевать. В некоторых хозяйствах урожая и вовсе не будет. Руководители ряда дихканских объединений Болдумсасского и Куньюргенчского районов отказались помогать пострадавшим земледельцам техникой или семенами для повторного высевания, а последние в отсутствии средств на эти расходы решили оставить все как есть. В результате, в Дашогузском вилаяте половина площадей, отведенных под хлопчатник, в конце мая была еще даже не засеяна. В хозяйствах, чьи арендаторы все же вложили собственные силы и средства, чтобы вырастить хоть что-то, хлопчатник все равно выглядит неухоженным и заброшенным. На полях много лысых участков, на которых нет ни единого стебля. В связи с малым количеством хлопка сельчане выступают против доставки помощников из города. Но есть все же те, кто соглашается принять помощь и даже платит им по 0,30 маната за 1 килограмм хлопка. В воскресенье, 27 сентября, я собрал всего 4 килограмма хлопка, но особо не напрягался, потому что никто не требовал определенного объема, сообщил наблюдателю в Дашогузе молодой человек, который пошел на хлопок вместо своего родителя-бюджетника. Для некоторых из нашей группы сбор хлопка – сезонная работа, им выгодно сдавать на Хармон как можно больше, чтобы заработать, но даже они за весь день не смогли собрать более 16-18 килограммов каждый. Тем не менее, чиновники заставляют дихкан принимать помощь горожан, чем демонстрируют вышестоящему руководству свою активность в уборочной кампании. При этом и у вынужденных сборщиков, и у арендаторов складывается впечатление, что никто из чиновников не занимается организацией всего процесса. Часто приехавшие оказывать помощь бюджетники самостоятельно ищут, где можно отработать повинность, а для дихкан внезапный приезд людей становится сюрпризом. Мы приехали, а нас никуда не распределили, пришлось самим искать себе поле, рассказал сотрудник госучреждения Болдумсасского района Дашогузского вилаята. Наконец, нашли. Арендатор не обрадовался нашему приходу, но согласился пустить нас собирать урожай. Он сказал, что готов заплатить по 0,30 маната за килограмм, но у него нет мелких денег, а хлопка было очень мало. В среднем один работник за день не набирал и 5 килограммов. В итоге нам пришлось скооперироваться в группы и объединять весь собранный хлопок, чтобы арендатор мог расплатиться с нами крупными купюрами, а дальше выручку мы делили уже сами. За весь день работы мой доход составил 1,50 манатов. Для сравнения, бутылка растительного масла на базаре нашего района стоит 23 маната, $1. Многие сборщики считают, что арендаторы платят им мало, всего 0,30 маната,
хотя государство покупает у них хлопок по 1,40 манатов. Понятно, что у дихкан при сдаче сырца тоже списывают часть хлопка за сорность и влажность. И они также вынуждены окупать все затраты, связанные с посевом и уходом за землей, плюс еще ведь нужно что-то заработать. Поэтому если ты выражаешь недовольство, арендатор резонно отвечает: «И этого могу не дать, я тебя сюда не звал». Организация поездок оставляет желать лучшего. Возможно, недостаточное количество созревшего хлопка является также причиной отсутствия общих правил и требований к выездам бюджетников на уборку. Так, учителя в Туркменабаде обязаны 2 раза в неделю сдавать деньги на наем работника, а через воскресенье ездить на поле самим либо отправлять вместо себя человека со стороны. А в одном из этрапов Дашагузского вилаята ситуация иная. Учителей отправляют только по воскресеньям, да и то не всегда. Иногда удается провести законный выходной в семье, занимаясь домашними делами. Денег среди недели на наем других людей у них пока не требуют. Время сбора бюджетников на хлопок – это, как правило, раннее утро, начиная с 6 часов 30 минут. Но это вовсе не означает, что вскоре колонна автобусов трогается в путь. Вот как об организации отправки рассказывает нашему наблюдателю в Дашагузе сотрудник одного из государственных учреждений. Мы, около 150 человек, из разных организаций, подошли к районному Хикимлику в 6 часов 30 минут утра, как и было назначено. Однако транспорт был подан лишь в 8 часов 45 минут. Было очень холодно, около 5 градусов, и ветрено. Люди пришли в шапках, на шапки натягивали капюшоны, многие были укутаны в шарфы. Ждать 2,5 часа на холодном ветру было невыносимо, некоторые вернулись домой, сказав, мол, сами нас погнали на хлопок, мы пришли, а ничего не организовано. Потом вместо автобусов к замерзшим людям отправили один бортовой ЗИЛ, куда погрузили женщин, прихвативших с собой детей, и подростков. К другим хлопкообязанным их ведомства в последний момент отправили микроавтобусы, принадлежащие самим же работникам этих ведомств. Тем, кому не хватило места, пришлось ловить попутки. Около 40 человек просто пошли пешком по трассе за 5 километров, затем повернули вглубь в колхозы и так шли еще километра 3, пока не нашли нужный участок. В этой группе были и подростки, которые отправились на хлопок вместо своих родителей либо ради заработка. На большой трассе, соединяющей Дашагуз с районами области, люди шли по обочине, и был реальный риск того, что проезжающие машины могли кого-то сбить. В колхозах тоже небезопасно. Людей и машин там немного, но вот собак масса. Одну молодую женщину из группы мужчины еле-еле смогли отбить от разъяренного алабая, который вцепился ей в ногу. В Мары, отправляющиеся на хлопок жители первого микрорайона собираются, в основном, возле школы номер 14, на улице Баумана. Сбор также в 6 часов 30 минут утра. Автобусы здесь отправляются сразу, как только все займут свои места. Но по дороге водители подбирают группы людей, чей сбор назначен в других точках города, в районе Мёрв-базара, книжного магазина или школы номер 1. В основном, это жители третьего микрорайона и центра города. О безопасности помощников из города никто не беспокоится. В частности, никого не интересует, соблюдаются ли меры безопасности при транспортировке, в каком техническом состоянии находятся автобусы, микроавтобусы и грузовики. Тот же водитель ЗИЛа прекрасно осведомлен, что за перевозку людей в кузове ему грозит штраф. Но он также знает, что в сезон хлопкоуборочной кампании не до мелочей, главное – выполнить приказ начальства. Дорожная полиция не сопровождает транспорт с людьми. То же самое чиновники, вряд ли они ответят, если случится что-то серьезное или если кого-то из бюджетников, направляющихся на поле пешком, собьет автомобиль. Ответственность представителей местной власти, сбор и отправка горожан в дихканские объединения, доставка их на место и распределение по конкретным хозяйствам. Судя по сообщениям наблюдателей, эта работа во всех 3 вилаятах организована плохо. COVID-19 обойдет трудовой десант стороной. Особая тема в условиях пандемии коронавируса – эпидемическая безопасность. Власти Туркменистана по-прежнему не признают факта проникновения COVID-19 в страну, но при этом в городах вводят довольно жесткие санитарные меры. Из Туркменабада и Мары, например, поступают сообщения о курсирующих по городу автобусах ПАС с полицейскими внутри. Они останавливаются рядом с прохожими без маски на лице, сажают их в автобус и увозят в отделение.
Там нарушителям масочного режима выписывают штраф в размере 22 маната, около $1, и отпускают. В Маре проверка пассажиров городских автобусов осуществляется преимущественно на остановке Зеленого базара. Полицейские заглядывают в автобусы и высаживают людей без масок. Ранее Торкмен Ньюс сообщал о том, что водителей пригородных автобусов штрафуют на 600 манатов за то, что они набирают пассажиров больше количества сидячих мест.